Абсолютная тишина, нарушаемая лишь свистком судьи. Резкий удар и мяч со звоном от борта улетает в лузу. Первый сет для этих спортсменов в самом разгаре. Хусем Плиев в этом деле далеко не новичок, играет на протяжении 5 лет. Поэтому научился не только побеждать, но и принимать поражение как хороший урок. Вначале все бывает трудно, а потом уже все человек очень хорошо и учится, и ориентируется там. То есть для инвалида это очень хорошая игра, потому что ты стоишь на столе и на одном месте. И там развиваться может каждый инвалид. То есть надо хотеть и стараться. Это своеобразный симбиоз настольного тенниса и аэрохоккея. Шоу-дан служит универсальным тренажером, который развивает реакцию, ориентацию в пространстве, слух и моторику. В России его начали практиковать в 2014 году. Благодаря выигранному президентскому гранту такая возможность появилась и у нас в регионе. Суть нашего проекта, который получил поддержку, это создание секции для настольного тенниса и для волейбола. Это два адаптивных видов спорта, которые мы хотим и стараемся развивать у нас в регионе. Я не первый раз играю в теннис, но вот в соревновательном процессе первый раз принимал участие. Мне попался не самый слабый соперник, это Хусем Плиев. Я ему, конечно, проиграл, уступил, но все-таки это очень сильно вовлекает. Мяч издает звук, а его грохот помогает игрокам отражать атаки противника и защищать свои ворота. Спортсмены надевают специальные очки, чтобы уравнять шансы. Игровой процесс разделен на 3 партии, каждая из которых длится до набора одним из участников 11 очков. Попадание в лузу приносит своему автору 2 очка. Судья оповещает игроков о забитом голе 2 свистками. Отличается от настольного тенниса тем, что тут в лужу надо забить мяч. Есть вылеты, это ауты, тоже очко, и центр борт, тоже очко, и касание тела, тоже очко получается. То есть луза 2 очка, все остальные вылеты, это 1 очко, штраф 1 очко. Пока одни соревнуются, другие только готовятся. Ирина Парашенко приехала из соседней республики. Узнав, что в нашем регионе уделяют должное внимание к настольному теннису для слабовидящих, решила записаться. До турнира в Шоу-дан играла всего несколько раз, но, взяв в руки ракетку, вошла в азарт и теперь готова к бою. Для меня лично это азартная игра. И по возможности, конечно, когда получается, я приезжаю на тренировки к Мовсару сюда, потому что у нас в Осетии нет стола, у нас не занимаются теннисом. Поэтому по возможности приезжаю сюда, тренируюсь, играю, на соревнования тоже приезжаю. Как признаются сами спортсмены, здесь главное не победа, а времяпрепровождение. Победителей и призеров наградили. Медали и грамоты будут служить напоминанием о том, что к победе нужно стремиться. И главное, не сдаваться. Впервые настольным теннисом для незрячих республики заинтересовались в 2015 году. С тех пор этот вид спорта обрел своих фанатов. И уже сейчас спортсмены выигрывают на международных соревнованиях. Хава Гагиева, Акраман Тасхоев, Новости 24.